Пари Лайф — это новый сезон. Прям и так, да? И вот это. Наша молодежь занималась спортом, и каждый шел к своей цели. А что для тебя тут важнее, гонорар или все-таки принципиальность? Потому что мужчина не должен себе этого позволять. Он гбак, получается, ты немножко? Как бы, мам, я тебя очень сильно люблю, говорю, что ты у меня есть. Молодец. И никого не задел. После Олимпиады мы тоже женимся. Пока не выиграешь, не женишься. Да. Всем привет! Здрасте! Меня так попросили начать немножко Георгий Черданцев, но я все-таки начну по-своему, потому что так мне легче. Это Пари Лайф, это новый сезон, самый ваш любимый, на мой взгляд, спортивный подкаст. С вами Умит Абдулаев, и сегодня у нас очень крутой гость, крутой абсолютно во всех отношениях этого слова. Встречаем это Давлат Балтаев. Друзья, давайте вы там поаплодируете, мы тут поаплодируем. Супер! Чтобы вы понимали, почему он крутой. Во-первых, давайте перечислим некоторые регалии. Это чемпион азиатских игр, это чемпион Азии среди молодежи, неоднократный призер международных и национальных турниров. Чтобы вы понимали, да? Понимаете, да, что это? Какой вид спорта, вы спросите там у себя сидя? Я вам отвечу. Это бокс, народ. Старый, добрый, классический бокс. Давлат, салам алейкум. Салам алейкум. Как настроение? Настроение отличное, все хорошо. Рады, что пригласили на подкаст. Мы очень рады, что ты пришел. Думаю, все в комментариях писали много вопросов, будем на них отвечать. Именно. Вопросов было много, на самом деле. Мы выбрали самые подходящие для тебя вопросы. Вот, сейчас попробуем на них ответить. Ты готов? Попробуем начать. Давай начнем с такого простого разгоночного такого, да, вопроса. Некий Фахим Номан пишет: кем ты хотел стать в детстве? Вот. Такой тебе вопрос. В детстве, как все дети... Майком Тайсоном? Не. А как в детстве всех спрашивают, вначале ты можешь 4-5 лет сказать: я хочу быть космонавтом, я хочу с 8 лет начинал заниматься спортом именно. И тренировался для себя, чтобы меня не били на улице, не гоняли туда-сюда. Все мы так когда-то делали. Да, и вот чтобы быть сильным среди, самозащиты, уметь за себя постоять. Я пошел в спорт, и эта карьера по сей день продолжается, я продолжаю этим заниматься. И ни грамм не жалею я, что пошел в спорт, именно начал заниматься. Много была смена вида спорта, то в тэквондо, то в ММА, и я нашел себя в боксе. Думаю, потом я уже осознал, что самое лучшее достижение для спортсмена — это может быть Олимпийские игры. Я уже хотел попасть на Олимпиаду, я уже где-то в возрасте в 9-10 лет я уже говорил, что я хочу попасть на Олимпиаду. Это даже маме можем сейчас позвонить, она подтвердит. То есть, получается, в детстве ты уже мечтал стать спортсменом, именитым? Да, конечно. Сперва просто пошел, чтобы тебя не били. Да. Потом такой смотришь, получается, всех бить. И такой: почему бы нет, да? Почему бы не Олимпийские игры? Получается. Отлично. Тут ты сказал про ММА, кстати, да? И следующий вопрос сразу про ММА, представляешь? Вот он сразу. Я вот прям душой у чувствую. у нас редактор все так подобрал, он как будто ванговал насчет тебя. Спасибо редактору. Башир Бафоев задает вопрос: почему, говорит, перестал заниматься ММА и планируешь ли возвратиться в клетку? В ММА тут несколько факторов есть. То, что была небольшая травма. И как я вчера на пресс-конференции еще говорил, что в ММА тоже очень сложно фокусироваться на одном. Там надо и борьбой заниматься, и муайтаем, и грэпплинг подтягивать, и вольную борьбу надо подтягивать. Это всему надо успевать. У меня неплохо получалось, но именно касаемо того, что ММА пока не олимпийский вид спорта, но он очень сейчас популяризируется везде. Все смотрят, следят за этим, но, к сожалению, не олимпийский вид спорта. Из-за этого я перешел в бокс, начал себя пробовать. Мы с моими тренерами начали готовиться, ставить какие-то цели. Это мой тренер Андрей Бупус-Ивенчук. Кстати, привет, коуч. И Бабаджанов Али. Это старший тренер сборной Таджикистана. И, в частности, мой личный тренер. То есть я его личный ученик.
Личный прям, Да, индивидуальный. Индивидуальный, Это вот, да. это вот 2 часа с группой и еще полчаса отдельно, да? Не, это 2 часа с группой и 2 часа еще отдельно. Капец, он тебя гоняет. Но это и хорошо. Слушай, вот про травму. А что за травма-то такая? Ну, было растяжение крестообразных связок. Да, это когда колено вот так шевелится. То есть есть боковые связки, есть передние и задние связки. Какая же знакомая ситуация. Да, вот у футболистов часто эта связка рвется, как бы растягивается. Вот у них то же самое. Ты делал операцию или ты просто проходил какие-то реабилитационные упражнения? Я проходил реабилитационные упражнения. Это было азиатские игры в закрытом. Есть в открытом виде, есть в закрытом виде. То есть азиатские игры проходят. И вот как раз в Туркменистане я тогда выступил по муай-таю, занял 3-е место. Да, Ничего себе. Да, Онгбак, получается, ты немножко? да, вот. И на этих азиатских играх я выиграл первый бой спортсмена из Туркменистана. Второй бой я выступал спортсменом с Ираком. Я тогда был только, мне исполнилось 18 лет. И я пошел такой молодой, еще не созрелый. И выхожу, короче, там такой, вот как ты сказал, там стоит омбак такой, я его бью, короче, он прям вот так раз стоят, думаю, что, короче, там вообще... Бью его, а больно мне, да? Такая Да, и вот ситуация? так, как бы рукой сначала, кажется, я сейчас не помню, право и в колено, как мне по затылку, да, у меня уже, там уже колено растянуто было, не мог двигаться. Я тренеру сразу показал, что надо сняться, короче. Мы снялись, я там 3-е место получил, и я думал, ну, это не такая серьезная травма. Сначала думал, ну, пройдет, поболит и пройдет. Но потом начал уже лечиться, понял, что это очень серьезно. Начал реабилитацию проходить, упражнения делать, связки восстанавливать, да. Некоторые говорили, надо сделать операцию, некоторые говорят, не надо, но я не сделал. Ой, слава богу, и сейчас. Ну и слава богу, правильно сделал, что не сделал. Вот. Хороший вопрос задает Шахим Исмаилов. Говорит, планируете ли вы бой с Асланом Аспаровым? Как вы знаете, все уже бой один раз должен был состояться, но по некоторым причинам я отказался от этого боя. И вот, ну, я думаю, если я покажу хорошие результаты на Олимпиаде, и как Аслан сейчас Медина очень вырос, и я думаю, ему тоже будет интересно подраться либо с призером, либо с чемпионом Олимпиады. Там. Ну, будет, думаю, интересный бой. Он тоже считается одним из сильнейших бойцов России по боксу вот, и по кулачке. Я думаю, ему, если будет интересно, если оба сторона обговорит все как бы нюансы. А что для тебя тут важнее, гонорар или все-таки принципиальность? Сейчас, думаю, чисто принципиально, что провести бой. Там уже гонорары не играют значения. Не, они, конечно... Просто проверить, кто сильнее, да, Не, кто кого. Они, конечно, играют как бы... Это наш хлеб, гонорар, как бы, да. И вот хлеб на землю бросать нельзя, так что... Но есть, да, короче, в планах? Есть, мы посмотрим. Есть тренер, который все решает, есть менеджера, промоутеры, которые все это решают. Если все как бы к одному решению придут, думаю, это будет бой, возможно, что состоится. На следующий год. После Олимпиады, да. После. После Олимпиады. Уважаемый Сослан, жди нас после Олимпиады. Вот всей страной поедем. Окей, такой вопрос. Чей стиль бокса из мировых звезд вам наиболее импонирует? Слово-то какое подобрал? Импонирует. Вот за это благодарствую. Спасибо. В данном, если как бы есть бокс 90-х, да, там 60-х годов, да, разный бокс есть. Давай тогда так вот немножко В общем, да, вот. конкретизируем. Давай современность. Ну, скажем, с нулевых до наших дней. Да, вот, ну, как это все знают, все могут сказать, что это неоднозначно и не спорно, это лучшие боксеры в мире, и за все время, думаю, это Мухаммед Али, Но это факт. Майк Тайсон, да. Вот. Еще есть такой боксер, я думаю, его не все знают, Вилли Пей. Вилли Пей. Да, он такой маленький, корявенький игровик, но он прям тоже хороший боксер, хорошая техника. Вот кто не смотрел, если кто хочет посмотреть, можете его посмотреть. Кто знает Вилли Пея, напишите в комментариях, знаем. Да, Рокки Марчиано там. Рокки Марчиано. Тот самый знаменитый, да? Рокки Бальбоа. Сильвестр Сталлоне играл его.
Еще не подумайте, что это Сильвестр Сталлоне. Все знают Джервонта Дейс. Вот, как раз хотел спросить у тебя про Джервонта. Джервонта Дейс, это сейчас тоже очень медийный боксер. Дэвид Хейни, да. Это все, которые именитые, все знают, они во всех соцсетях, везде Райан крутятся. Гарсия. Ну, Райан Гарсия после проигрыша Джервонте, он как-то действительно спал. ушел. Себя закрылся. Да, вот. Ну, у них такая весовая категория очень интересная. Там я бы хотел бой увидеть, наверное, Джервонта Дейса и Дэви Хейни. Ну, кстати, сейчас же вот именно туда и ведут же. Да, Они же туда и когда-то ведут. тренировались в одном зале, даже да. вместе, а потом что-то у них пути разошлись, они даже что-то поссорились там в какой-то момент, Да. если не ошибаюсь, и потом вот уже сейчас хотят их свести. Ну да, вот посмотрим сейчас. Ну-ка, вот. Может, я думаю, это будет состояться, хотят они или этого нет, потому что их сами к этому подведут. Отлично. Второй вопрос этого вопроса. Под вопрос, давайте назовем это так. Нравятся ли вам шоу, которые устраивают звезды по типу Тайсона Фьюри, Конора Макгрегора? Думаю, они устраивают, и всем становится интереснее там. Вот это, если этого не было, не так они Вообще, как бы, ты способен на трэш-ток? не знаю, возможно или возможно нет. Но это не получится подыгранно делать. Это надо прям уметь делать, чтобы это всех вдохновило и всем нравилось. Ну, Актерский курс, наверное, надо посещать. не надо этого. Но есть грань, которую не надо переходить, наверное. Вот. Есть грани, там, лично не задевать. Вот, близких не задевать. Там, Родители — это святое. да, Семья — это святое. там вот главное, там, если потолкаться, да, вот, я думаю, чтобы бой раскрутить, а там выше что-то говорить, оскорблять, задевать, я думаю, не стоит, потому что мужчина не должен себе этого позволять. Ну, это само собой. Но ты за трэш-токи вообще в целом? Ну, я же говорю, я не за вот этот трэш-ток, но он есть, и сейчас он всем интересен, из-за этого его как бы ведут. Это вот Мухаммед Али в свое время делал хорошо. Кстати, вот к слову, Мухаммед Али и есть прародитель трэш-тока. Да, он прям говорил, но он говорил и выполнял. Ну, это да, кстати. Он за базар отвечал. Да, сейчас многие говорят и не отвечают. А сейчас Это очень разные много вещи. говорят и мало отвечают, это факт. С кем из мировых боксеров ты мечтаешь сойтись в ринге? Ну, пока это уже вопрос по профессионалам или по любителям. Это две разные вещи. Да, уже там такой вопрос, да? Ну, Давай в кине, может, увидят, потому что примут твой вызов. не, я думаю, буду проводить бои. Моя цель — это сейчас показать результат на Олимпийских играх. Потом буду выступать по профессионалам, чтобы там выиграть пояс чемпиона мира, да. А вообще, вот, ну, твоя мечта, с кем бы ты хотел сразиться? Мечта. Ну, на данный момент, вот, На данный сейчас. вот прямо сейчас. Сам собой, чтобы сам сейчас выиграть. У меня фокус, концентрация только Быть лучше, чем вчера. быть лучше, чем вчера. Ну, Вот. это, кстати, Главное хороший сказать подход к делу, сейчас. слушай. Это прям очень хороший подход. Это вот молодец. И никого не задел. Будут трэш-токи, не участвуй, брат. Хуршет Усвалиев задает вопрос. Насколько важна роль наставника, тренера, то бишь, в жизни и карьере спортсмена? Вот хороший вопрос. Мне он нравится. Вот Рахмет за этот вопрос от души. Ну, это главный фактор, наверное. Это как в одном цитате я, наверное, читал, говорит, тренер и ученик — это как подъемный камень и вот дом, который строит. То есть тренер — это подъемный кран, который вот поднимает. Дом не может быть выше, чем этот кран. Да, если его дом поднялся, то есть его дальше подняли, он поднимается. То есть ты со своим тренером идешь совместно вместе, и как бы и тренер без тебя не может показать результата, и ты без тренера не сможешь показать результата, да? Из-за этого тренер — это очень, я думаю, один из первых факторов, который играет роль, чтобы пойти к цели, чтобы у всех были одни и те же мышления, один фокус, одна цель, и вместе достигать этих целей. Ночь, получается, роль колоссальная. Да, конечно. А в жизни? Понятно, что в спорте, а вот в жизни, в повседневной, скажем так. Тренер играет какую-то роль?
Да, В общем, конечно. советуешься ли ты с тренером? Типа, тренер, пойти мне туда, пойти, что мне сделать, допустим? Не так, что где-то пойдешь. Он тебя воспитает. Если ты с детства ему ходишь, он дает то самое воспитание, которое делает тебя мужчиной, да, там, чтобы нигде подлости никаких не делать, чтобы при любой ситуации оставаться человечным. Одами гори. Удам гори, вот, как говорится в наших... В общем, тренер — один из главных людей в жизни спортсмена. Вот, кстати, хочу своим тренерам Бабаджанову Али, Андрею Бупусу Винчуку огромное спасибо сказать за вот все, что они мне вложили, за то, что воспитание вот Бабаджанов Али дал, понятия дал. Я им очень благодарен, но и бессор не бывает с тренерами, конечно. Там иногда бывает, он тебе что-то говорит, тебе может это не нравится. И как ты реагируешь в такие моменты? Это сложно, конечно, да, там ты думаешь, что ты прав, но на самом деле ты идешь домой и думаешь, что ты в этой ситуации оказываешься неправым. И вот у меня тоже иногда ты ругаешься, думаешь, я сейчас сам начну тренироваться, я смогу, я то все, ты приходишь в зал и просто ты не знаешь, что С чего делать, начать, да? Ты вроде все знаешь и вроде все не знаешь. И вот без тренера также ты приходишь в зал, все пусто. Ну что ты сделаешь без тренера? Ничего не сможешь, да. Из-за этого тренер всегда рядом должен быть. Он в углу с тобой рядом, да. Кто-то говорит, ты в бою один, но не там, у тебя в углу есть тренер. Он тебе подсказывает, что если ты умеешь слушать своего тренера, ты его выслушаешь, и я думаю, он, если правильные координаты даст, все у вас получится. А вообще, слушай, во время тренера ты слышишь, когда секунданты тебе секундируют, Да, допустим? бои посмотреть, я всегда вот прям в точь слушаю, что мне говорят, я вот прям слушаю. Надо верить тренеру. Если Надо ты верить. не веришь, то ничего не получится. Само собой. Роман Тага следующий вопрос задает. Как подходишь к весосгоночному процессу? Какие методы практикуешь и вообще сколько гоняешь? Погнали. Вообще скажи, я сам 150 килограмм вешу. Сколько гонять, не буду говорить, сколько я гоняю, но по поводу именно весогонки, она у меня прям жестко проходит, потому что я немало гоняю. И надо еще на любительских турнирах вес держать 10 дней там. То есть каждый день, когда ты выступаешь, утром взвешивание или обед, или вечером, там ты уже дерешься. По весогонке я прям строго держу. Какая-то определенная диета, может быть, что-то Да, есть, диета да, есть белковая диета, есть белковая клетчаточная диета, да. Кстати, диетологу, который изначально помогает там, я ему никогда не назвал. Может, назовем сейчас? Максим, да. Скажем. Макс, тебе большое спасибо. Кстати, он очень хорошо разбирается, прям в точь говорит, что надо делать, расписывает питание, какие витаминизации принимать, да, там. И все это я слежу, как бы, и вес падает, и в хорошей форме, и физическая форма хорошая становится, там судороги нет, там, да. Истощения нет, это самое главное. Да, это самое главное. Для спортсмена самое главное, это чтобы истощения не было. А сколько по времени, скажем, у тебя занимает весосгонка? Ну, смотря сколько ты... Ну, я думаю, как сейчас Олимпиада, я должен всегда быть в весе, потому что турниры, сборы, я должен постоянно в весе быть, форму держать. Не ниже, не выше, вот прям 90-92, да, примерно? Ну, плюс-минус 2-3 килограмма я должен держать. Ну, такой вот вопрос. Что тебя мотивирует? Это раз. И какая у тебя мечта по жизни? Моя мечта — это стать олимпийским чемпионом, если по воле Всевышнего это случится, если на то есть его воля, то это случится. Потом по профессионалам выступить, там стать чемпионом мира, это моя цель. Там еще что было? Что мотивирует? Что мотивирует то, что я должен сделать жизнь своих родителей лучше, потому что они столько жизни, столько времени нам отдали, нас вырастили. Я всегда говорю, я хочу им обеспечить хорошую старость, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы они могли себе все позволить. Вот это мотивирует, чтобы всегда помогать родителям, быть в их поддержке, вот, чтобы сделать свою жизнь
и свою семью чуточку лучше, чем она есть. Это мотивирует идти вперед, достигать своих целей. То есть самое важное — это концентрация. То есть ты вот должен концентрироваться на одном и идти. Кто бы что бы ни говорил, там, вот даже и все, кто вот даже не получается. Я знаю, что у многих спортсменов прям тяжело идти к цели, когда нет результатов, нет спонсоров, нет поддержки, тебе прям сложно становится. Вот, кстати, хочу им обратиться, то, что пусть не бросают, чтобы наша молодежь занималась спортом, и каждый шел к своей цели. Вот будь это борьба, будь это плавание, бег, стрельба, разницы нет. Просто если ты захотел, чтобы ты пошел к своему цели, там, даже в шашках или в шахматах, да, просто иди к своей цели. Если ты захотел где-то выиграть, стать каким-то чемпионом, ты должен идти, пока не получится. Ну, слушайте, вот. Слушайте, запоминайте, мотайте на ус. У человека есть, человек пользуется, человек идет. Скоро станет, дай бог, олимпийским чемпионом. Никого не слушайте. Только вперед, только к цели. Слушай, вот по поводу мечты. Нет у тебя мечты такой, да? Знаешь, вот чисто, вот, скажем, Есть. детская мечта такая, Есть. да? Типа купить Бугатти, не знаю, что-то. Я материальными вещами никак увлечен там, да, нет. Мне вот главное, чтобы мои близкие, родные все были здоровы, чтобы, да, и Аллах мне дал дорогу детей, хорошую семью. Я думаю, это самое главное. Быть с семьей вместе всегда, потому что во время подготовки ты часто в сборах, разъездах, и ты не успеваешь как бы быть с семьей больше времени. А семья не обижается на то, что у тебя часто не бывает? Нет такого? Ну, мама, типа, ты наверное, вот, мама в конце всегда концов. говорит, когда ты завершишь, я вот все ее, меня, то есть маме всегда мало, то есть я то есть, то меня нет, я уезжаю, мы звоним, созваниваемся, но это все равно не так. Ты пришел, зашел домой, тебе так плохо, зашел, обнял маму, там сел, поговорил, прям все, больше в мире ничего не Груз надо, души, ты да? счастлив, да, мама тебя поцеловала, мама самый лучший мотиватор, там, сынок, у тебя все получится, вот кто бы ни говорил, никогда не получится, мама всегда скажет, сынок, Это у тебя получится, да, и это самое главное, когда они тебя верят, и ты стараешься их не подвести. В общем, любители родителей, почаще звоните им, и если есть возможность, чаще бывайте с ними. Потому что человек прав, родителям нас всегда мало. Даже если мы постоянно рядом, нас мало. Я маме никогда не говорил это, как бы на камеру, как бы, мам, я тебя очень сильно люблю, говорю, что ты у меня есть. Дальше вопрос от Самас Ботоев задает очень интересный вопрос. Говорит, как будет проходить подготовка к Олимпийским играм? От Самас привет, кстати, мы с ним спарринговались. Вот подготовка сейчас есть. Мы с тренером Бабаджаном Али, с Федерацией бокса, с Олимпийским комитетом, они все составили план. Сейчас вот мы едем 15 числа в Серпухов, потом оттуда едем на турнир, опять сборы, опять турнир, опять сборы, опять турнир, и до Олимпиады мы будем как бы и на сборах, в разъездах готовиться. Да, получается? Постоянно. Не, там и в Италии сборы есть, и думаю, в Таиланде должно быть. И как бы до Олимпиады уже как бы есть календарь, по которому будем идти. Ну, будет тяжелые дни. Как ты это говоришь? Я об этом подумал, думаю. Уже чувствуется, что будут реально тяжелые Ну, дни. реально тренировки очень тяжелые. Тебе утром надо в 6 часов проснуться, сделать растяжку утреннюю, общую зарядку. Позавтракать в 9 или в 10, там тренировка. Потом обед, отоспаться и в 5 опять. Ну, то есть все получается 2 тренировки в день? 2 тренировки Утром в день. такая, да, Утром, на ну, гибкость, это, да, вечером уже на релаксе. физику, технику. Да, на физику, на технику. Там технику подводить, работу делать. Ну, Вообще вот в этот период подготовки сборов как отдыхаешь? Просто спишь или... Я отдыхаешь, в телефоне сидишь, маме позвонишь, поговоришь, с тренером поговоришь. PlayStation рубишься? Не. Я очень редко играю, либо сижу, я стараюсь больше времени там
полезно провести. Даже если я в Инстаграме сижу, стараюсь полезно посмотреть, не там, не машины, я бы купил себе такой, да. Там что-нибудь прочитать, либо какие-нибудь полезные информации от этого извлечь, потому что это же время самое драгоценное. Ты не можешь его провести там, сидя в PlayStation 2 часа, и все, надо на тренировку. Надо завязывать с PlayStation, получается. Окей, Юсупов, Ануш задает такой вопрос. Ну, я думаю, ты на него вначале уже ответил, но все равно давай еще раз пройдемся очень быстренько. С какого возраста, говорит, вы начали заниматься боксом? Именно, боксом. Именно боксом, это, наверное, было 17 или 16 лет, я еще не помню. Я думаю, вот. Значит, 17 лет, получается, 16-17 лет такой возраст. Ну, это, конечно, хороший возраст. Да, ну вот... Осознанно. 20 лет начал бронзовый бомбардировщик Донателл Вайдел. Он начал бокс заниматься за то, что можно заработать. У него дочка болела. Он стал призером Олимпиады. Сейчас он один из лучших боксеров в мире в тяжелом весе, Донателл Вайдел. Да, в курсе. Но вот жалко, что он, конечно, оба боя проиграл Фьюри. Причем второй он проиграл наглухо. Если в первом еще как-то он тянул, но во втором... Я спарринговался с парнем Максим Бабанин. Он выигрывал Тайсона Фьюри. Где он его успел выиграть? В любителях, да. Вы можете в Ютубе загуглить. Максим Бабанин против Тайсона Фьюри. Это русский парнишка небольшого роста. Это было очень давно, но он его выиграл. Перебоксировал его или прям нокаут? Я его точно не помню, но так пару раз. На то, что выиграл Тайсона Фьюри, это ты молодец, конечно. Вот мы с ним спарринговались несколько раз. Техничный боксер такой. Сложно было? Я в спарринге как рыба в воде. Я себя чувствую комфортно. Это мое, да? Это мое. Хоть до утра. И вот эти тоже, да, вот эти моменты. Раз сделал. Пошел, там в какой-то момент на брейк перешел. Ладно. Дальше. Шафиев Мехрон говорит, я думаю, рано еще такой вопрос задавать, но все же человек хочет узнать. Во сколько, говорит, лет вы планируете завершить карьеру? Ну, это пока непредсказуемо. Пока есть силы, пока есть возможность. Жизнь спортсмена, она непредсказуема. Да, молодые подскажут. Что завернул, какую фразу молодые подскажут. Хорошо, такой. Вот, кстати, хороший, интересный вопрос. Планируешь ли ты открыть или хочешь ли ты открыть школу бокса? Что такое в планах? Я преподавал, у меня было где-то 40 маленьких учеников там в возрасте 7-8 лет. Я преподавал, но я в данный момент не планирую, потому что и надо тренироваться, и учить это очень тяжело. Вот еще Масех Нигматов. Интересное имя. Где-то я уже его слышал. Сколько весит один твой удар? Давай проверим. Оператор в студию. Да, я не измерял, честно. А вот было такое, что идешь по улице, вот ударометр есть такой? Ну, знаешь, вот там какая-то прям это есть, куда надо прям видеть, он, чтобы больше показывал. Но я в зале у нас в выпуск джиме было один раз, вот там, кажется, самый сильный это Бёд Вартан. Но я его точно не перешел, но я там бил, я не знаю. Ну, сколько у тебя примерно выходило? 700, 800, 900, 1000? Я сейчас не могу точно вспомнить, но что-то примерно было. Может, 500 с чем-то или 600 с чем-то. Ну, это нормально. Это прям хорошо. Это, представляешь, 500 килограммов просто вот так с ускорением летят и по зубам. Это есть такие... И ты в моменте такой, надо записаться к стоматологу. Хурам Шоматов задает вопрос. Ойония дори дарвазни навадуду плюс гузари вабо Баходур Джалолов муборизавари. У меня, кстати, давай на таджикском отвечу, а то многие спрашивают, что русский или таджикский, просто мне комфортнее на русском общаться, я свои мысли могу выразить правильно. Вази на 2 килода Баодур Джалолов плюс на 2 кило баромад мекунад, а ман дар вази на 2 кило мо дар сбор будем совместный, если правильно на таджикском, машкой даста джами. Маской даста джами. Это значит сборы, да.
Вот. И вот Машхой да стадиони мы были, мой аджуя будем, будет спарринг мы, когда они попросили, чтобы мы поспаррингались, но мой тренер не разрешил из-за того, что это перед азиатскими играми было, что я мог бы травму получить, либо еще, как вы знаете, он в любительском боксе тоже сейчас сильный, олимпийский чемпион и очень хорошо бьет прям. Из-за этого мы не поспаррингались, но там другие ребята поспарринговались, но я думаю, что не будет такой возможности, что я должен это в тяжах перейти. Ну, вот и спрашивают, хочешь ли ты, планируешь ли? Не, он по габаритам очень большой, а я 1,88 м. Я правильно понимаю, Бахадур Джаролов это вот узбекский боксер? Который недавно боксер прям из хайпанул. Узбекистана, да, не хайпанул, он уже олимпийский чемпион, сейчас уже второй раз выиграл чемпионат мира, Ничего себе. недавно женился. Кстати, если где-то увидит этот ролик, Бахадур Джаролов, я тебя поздравляю, женился. После Олимпиады мы тоже женимся. Вот почему человек на Олимпиаду прошел, пробился. Наверное, условия, да, поставил тренер. Пока не выиграешь, не женишься. Да. Окей, ну и последний вопрос от Сануата Бафоева. Очень интересный вопрос. Да. тебе. Прям понравится тебе. Сейчас ты будешь вот, как это называется, вот с кайфом отвечать будешь. Эй, ты готов? Ты готов? Готов. Пошел вопрос. Когда планируешь жениться и важна ли тебе национальность девушки? Креативно! Сейчас. Мега Жарко. Такой универсальный вопрос, да? Прям и так, да? И вот это не проходит, все равно И попадает. Не надо, Апперкот из вопроса пошел сейчас. национальность никак не важна. Дай бог, в Олимпиаде покажу результаты и, я же сказал, чистой совестью. После Олимпиады, да, получается? После Олимпиады, да. Это уже после Олимпиады. Если кто-то мою свадьбу ждет до Олимпиады, Не ждите. пожалуйста, не ждите. Бесполезно. Уходите. Не задавайте много вопросов. После Олимпиады только женюсь, и национальность мне не важна никак. Потому что счастье же не в национальности. Ну, это, кстати, да. Это правильно. А что Главное- для тебя важно? Вообще есть какой-то критерий? Нет, критерий нет. Главное, чтобы была скромная, взаимопонимание было. Ну, знаешь, когда есть такой, ты прям увидел, это твой человек, все, ты не можешь никому объяснить, почему, как, зачем, где и что. Вот просто это То человек. есть, получается, ты веришь вот, да, вот в это вот Ты с этого первого человека взгляда, да, вот. полюбил, да, вот ты увидел, сказал, вау. И все такое. Ахай, это что за человек? Это что, да? Это вот Смотрите, боксер чемпиона, романтик так. в Да, я душе. сейчас засмущался, да. Покраснел. Так, народ, это был подкаст, очень веселый подкаст. Начинаем второй сезон с крутого, веселого вайба. Я надеюсь, что вам очень понравилось. Пишите свои комментарии, болейте за нашего спортсмена, потому что лично я очень сильно надеюсь, что олимпийское золото будет у тебя, Дават. Все, спасибо тебе большое. Пари Лайф, Пари Матч специально для Пари Матч. Пари, пари,